Здравствуйте, мои дорогие дети! У нас с вами приближается большой праздник, столетие Чувашской автономии. Так как мы живем в Чувашской республике, для нас этот праздник очень большой и значимый. Мы с вами познакомились с городом Чебоксары, со столицей нашей республики, послушали сказки, прочитали стихи, спели песни. Ну а сегодня я вам хочу рассказать легенду о 3 солнцах. Когда-то давным-давно у Чувашей было 3 солнца, и на земле было так жарко, так тепло, что люди не знали просто, что такое зима. Но злым людям это не нравилось, и они говорили: очень жарко, дышать нечем, нужно уничтожить 2 солнца. И мудрецы, старцы их остерегали: этого нельзя делать, солнце обидится на вас. Но они не послушались и приказали меткого охотника пустить стрелы в солнце. Меткий охотник сначала не соглашался, но потом, когда они пригрозили его убить, ему ничего не осталось больше, как согласиться и выполнить задание. Он пустил стрелу сначала в одно солнце, солнце умерло, а потом пустил стрелу в другое солнце, и то солнце тоже умерло. А 3-е солнце, испугавшись, убежало высоко-высоко в небо и спряталось. На земле стало темно, холодно, везде люди начали погибать от холода, животные тоже погибали, деревья замерзли, и ничего уже не росло на нашей земле. Тогда люди подумали и решили обратиться к старцам, к мудрецам. Мудрецы выслушали их и сказали: не послушались вы нас, а теперь, чтобы вернуть солнце, вам придется потрудиться. Что вы скажете, мы выполним, говорили люди, которые остались на холодной земле. И вот мудрецы им посоветовали: нужно везде рисовать солнце. Рисовать нужно 3 солнца на заборах, на калитках, на вышитых, на полотенцах, на сурбанах. И тогда, может, солнышко вас простит и вернется к вам на землю. Люди так и сделали. И потом чувашские богатыри взяли сурбан, вышитый сурбан, поднялись высоко в небо, положили туда израненное солнце и тихонечко отпустили на землю. И с тех пор на земле стало опять же светло и тепло. И вот с тех пор чуваши везде, на всех узорах рисуют 3 солнца. И вам я сегодня хочу показать наш чувашский флаг. Здесь тоже мы видим 3 солнца. Эти 3 солнца сейчас подразумеваются под девизом «Эбир-пулна, пур, пулатпар». Мы были, есть и будем. А внизу солнца нарисовано древо жизни. Это значит, что наш народ непобедим, он вечен. А внизу идет вот такая линия, это означает нашу землю. Все символы на чувашском флаге, они рисуются красным цветом. Красный цвет – это цвет огня, жизни, бессмертия. А желтый цвет – это цвет мечты, радости, воплощения всего хорошего в жизни. И сегодня, ребята, я вам предлагаю необычным способом смастерить солнце. Для этого нам сегодня понадобятся нитки, цветные нитки желтого и красного цвета. Сначала нам нужно их мелко-мелко накрошить. Итак, мы приступаем к делу. У нас есть готовый узор солнца. Желательно его приклеить, вот этот узор, на картон, чтобы оно крепко держалось. Я беру нитку, разрезаю, складываю пополам, еще раз пополам, потом еще раз пополам.
Можно еще раз. И мелко-мелко накрашу. Нужно стараться помельче накрошить. И положу ее сюда. Таким же образом у нас уже в тарелке достаточное количество нитки. Таким же образом мы накрошим и красную ниточку. Теперь мы приступаем к основному нашему занятию. Мы сначала будем делать вот эту вот серединку желтую. Будем делать вот эту желтую серединку. Намазываем клеем серединку. Клея нужно мазать достаточно много, чтобы у нас нитки держались. Кисточкой я разровняю, чтобы везде было одинаковое количество клея, чтобы у нас нитки приклеились хорошенько. Положу на салфеточку, чтобы стол не испачкать. Теперь беру нитку и вот таким вот образом будем прикладывать нужно стараться следить за тем, чтобы наш узор не потерялся под нитками. И поэтому края стараемся пальчиками разровнять, сделать угол, чтобы наш узор виднелся. И вот наша серединка готова. Пальчиком еще раз прижмем, чтобы наши кусочки ниток приклеились. Нужно надавить на них, чтобы они держались друг за дружку. Вот тут у нас убирается, уберем. Вот теперь мы начинаем делать основной цвет. Красный. Наверное, начнем отсюда сверху, чтобы работать было удобно. Также намазываем клеем. Не сразу все мажем частями, чтобы клей у нас не высох, и мы успевали приклеивать. У нас желтые убежали. Убираем. И мы берем теперь уже красный цвет. Ложим также аккуратненько. Помогаем пальчиками в работе.
ниточки наши улеглись хорошенько. Ну вот, наше солнышко готово. Оно получается вот таким. Мы ее положим на стол, чтобы оно высохло, чтобы ниточки сильнее прикрепились. Если вы захотите, ребята, вы можете на одном листе бумаги сделать сразу 3 солнца. Они, конечно, будут чуть поменьше, но тоже будет очень красиво и оригинально. А я, в свою очередь, жду вашей работы на нашем сайте. До свидания, ребята, до новых встреч!